Слушайте внимательно, мои дорогие дети, ибо у меня есть послание чрезвычайной важности, превосходящее все текущие заботы. Найдите минутку, чтобы расставить приоритеты в моих словах и откройте свои сердца моим чувствам. Я здесь, чтобы облегчить бремя, которое тяготит вас, и рассеять тени, омрачающие ваши мысли. Приняв мое послание, вы обретете уникальное спокойствие и безмятежность. Доверься моей заботе и знай, что я никогда тебя не оставлю. Моя непоколебимая любовь устранит любые опасения и обеспечит устойчивость, оптимизм и прочный мир. Ищите у меня утешение в трудную минуту, и я дам вам силы, мудрость и душевное спокойствие. Я ослаблю тяжелое ярмо с вашей шеи и принесу победу над стрессом и депрессией. Я знаю, что вы, мои любимые дети, в последнее время столкнулись со многими испытаниями. Эти испытания побудили вас обратиться ко мне за советом. Я понимаю беспокойство в ваших сердцах и тяжесть в ваших умах. Я хочу сообщить, что вы достигли конца трудного пути, который вы выбрали, не обращаясь за моим руководством. Беспорядок вошел в их жизнь, несмотря на их усилия восстановить порядок. Теперь я предлагаю свою помощь, чтобы освободить тебя. Единственный способ – это признать, что я давно предупреждал вас о страданиях, которые могут возникнуть в результате следования по этому пути. Вы достигли перепутья, где вам предстоит решить, продолжать ли свой путь или подчиниться моей воле. Боль, которую вы чувствуете, возникает из-за того, что вы упорно следуете своим собственным планам. Я призываю вас полностью обратиться ко мне, ища моего руководства, чтобы преодолеть свое упрямство и следовать цели, которую я поставил для вас. Именем твоего Господа я повелеваю тебе получить это послание. Прежде чем мы продолжим, я приглашаю вас выразить свое искреннее «Аллилуйя» в комментариях чата. Если вы находитесь под сильным давлением и чувствуете бремя ответственности на своих плечах, передайте это бремя мне. Просите у меня силы, мудрости и душевного спокойствия. Я облегчу бремя и обеспечу исцеление. Пришло время положить конец некоторым ситуациям в вашей жизни. Возможно, двери закрываются и могут возникнуть разочарования, но поймите, что это я веду вас обратно ко мне. Изменения, которые я приношу, предназначены для вашей пользы. Я буду отталкивать людей, которым плевать на вашу судьбу, и перестраивать отношения согласно своему божественному замыслу. Если вы боролись с некомфортной динамикой, обратитесь ко мне, и я дам вам понимание и покой. Обратитесь ко мне за советом о дальнейших действиях. Многие из вас, возможно, не понимают этих изменений, но я принимаю меры, чтобы обратить ваше сердце ко мне. Своей властью я приказываю духу пренебрежения уйти прямо сейчас. Я работаю в ваших сердцах, чтобы освободить вас от горечи, обиды и непрощения. Те, кто построил стены вокруг своих сердец и умов, настроенные против всех, будут освобождены. Моя сила принесет восстановление вашим душам. Будьте благодарны за свою свободу, готовясь к радикальным переменам. Я перекраиваю несколько сфер их жизни, прерывая то, что не одобряю. Молитвы о том, чтобы узнать мою волю, будут услышаны благодаря вашему голоду и смирению. Когда я установлю правильный порядок, все изменится соответственно. Дорогие мои дети, не позволяйте унынию прийти в себя, когда на вашем пути возникают трудности. Сопротивляйтесь голосам страха и неуверенности. Продолжайте идти по пути, который я указал для вас. Хотя атаки могут показаться ошеломляющими, мой идеальный план реализуется. Я буду рядом с тобой, чтобы преодолеть все препятствия. Даже в минуты утомления сохраняйте смелость. Помните, я свидетель вашей борьбы и знаю, что это бремя может показаться слишком тяжелым, чтобы нести его в одиночку. В минуты искушения потерять надежду не слушайте ложь. Это твоя цель, и моя божественная сила укрепляет ее. Вместе мы победим врагов вокруг вас. Поверьте этому.
Если да, то скажите в комментариях: «Верю, Господи». Ты восстановишь мир в моей душе. Буря пройдет, уступив место обилию благ. Я веду вас к высотам, которые вы видели только во сне. Сезон траура и странствий по пустыне подходит к концу. Доверяйте моему выбору времени и с нетерпением ждите того, что я сделаю. Ваши молитвы дошли до меня, и вскоре ваша вера превратится в непоколебимую уверенность. Пожалуйста, знайте, что когда вы позвоните, ни одна просьба не будет для меня слишком сложной. Будьте уверены, каждая деталь вашей жизни находится в моих руках. В тишине и тишине терпеливо жди откровения моего спасения. Свет рассвета пробивается сквозь тьму. Утром придет радость, и вы поймете причины задержек и обходных путей. Признайте их действиями моей любви, очищающими вашу веру и готовящими вас к невероятным благословениям. Я вижу, как ты смиренно преклоняешь колени перед моим троном, хотя чувствуешь себя недостойным. Я радуюсь тебе. Приди ко мне, уставший и обремененный, и передай в мои руки свои заботы. Вам не нужно нести ношу, которую я могу нести за вас. Я подниму тебя над хаосом, будучи твоей опорой стабильности, когда все вокруг меняется. Королевства могут рухнуть, но мои верные обещания останутся навсегда. Почувствуй мой мир, превосходящий человеческое понимание. Молчи и знай, что я Бог. Знамена победы реют над вашими жизнями, ибо вы восторжествовали во имя мое. Восстаньте ныне с радостной надеждой в сердцах, воспевая хвалу моему имени, ибо я достоин всякой славы и чести. Освобождение, о котором вы просили, ближе, чем вы думаете. Искупление здесь, чтобы вытащить вас из ямы отчаяния. Провозглашайте доброту, которую я оказал вам, даже в мрачных обстоятельствах. Напишите в комментариях: «Хвала Богу, любимые дети». Сезон паломничества в пустыню подошел к концу. Ваша земля обетованная близка, и вы завершите этот забег с неизменной благодатью. Ваша сила постоянно обновляется, что позволяет вам летать как орел, несмотря на препятствия. Твердо стойте в этой истине. Победа гарантирована тем, кто поверит в меня. Мои драгоценные дети, вы запечатаны и покрыты моей любовью. Никакое оружие, созданное против вас, не будет успешным, потому что планы врага бессильны против того, что я заявил о вашей жизни. Найдите утешение, зная, что я никогда не оставлю и не оставлю вас, даже если ваши близкие уйдут. Я остаюсь постоянным, помогая вам в трудную минуту. Хотя некоторые могут не понимать моих путей и говорить обидные слова, не теряйте надежды. Не подвергай сомнению мою любовь среди шума и смятения. Мой голос шепчет успокаивающие слова, чтобы исцелить твою душу. Примите мое молчаливое руководство, которое проведет вас через спокойные воды. Суматоха внутри тебя утихнет, и ты будешь в безопасности под моими крыльями комфорта и защиты. Оставайся в прибежище моего присутствия, и я подниму тебя из мутной воды, поставив ноги твои на твердую землю. Теперь делайте уверенные шаги и смело провозглашайте мои обещания. Поднимитесь и выступите против сил тьмы. Свет и истина моего слова непобедимы. Дети мои, вы победители моей любви, и ваше свидетельство исполнит цель, которую я определил для вашей жизни. Не оглядывайтесь назад, потому что я делаю что-то новое. Потекут реки в пустыне, и ручьи откроются перед вами. Даже когда вы чувствуете себя шатким и неуверенным в пути вперед, мой мир утешит вас. Я буду направлять ваши шаги по пути святости. Следуй за мной всем своим сердцем, веря, что я знаю путь через пустыню. Я могу свернуть горы и разделить море. Для меня нет ничего невозможного. Повинуйтесь шаг за шагом. Моей благодати достаточно на каждый момент. Не надейся на свое понимание, но всеми путями твоими познавай меня. Напишите в комментариях: «Я беру свою жизнь в свои руки, Господи».
Я сделаю кривую дорогу прямой. Не бойтесь, потому что я приказал своим ангелам охранять вас. Они защитят вас от спотыкания. Ты драгоценен в моих глазах, и мой мир течет рекой в твоей душе. Прими мою совершенную любовь, изгоняющую всякий страх. Покойся с моими обещаниями, моим временем и моей целью. Ваша победа приближается. Я знаю, что вы просили ответов, искали ясности в своей жизни. Слушайте внимательно, потому что я говорю. Планы у меня на тебя хорошие, а не плохие. Подчинитесь необходимости все понимать и позвольте мне направлять ваши шаги согласно моей цели. Когда ты доверишь мне свой путь, твоя праведность воссияет, как заря, в грядущие дни. Посвятите себя поиску моей воли превыше всего. Представьте себя передо мной искренне и сосредоточенно. Покажи мне свое желание узнать меня больше. Я открою ваши духовные глаза новым способом восприятия этого нового сезона близости. Пришло время, и зловещие замыслы теряют контроль. Спасибо за жертву Иисуса, примите власть, данную вам, чтобы приказать силам тьмы бежать и принять жизнь свободы. Радуйтесь. Здесь есть кто-то, кто чувствует себя далеким от меня, но я никогда не бросал его. Еще не поздно обратить свое сердце ко мне. Если ты сделаешь первый шаг, я с радостью пойду навстречу тебе. Мои руки открыты, и слезы наворачиваются на глаза, когда я представляю себе наше примирение. Я готов приветствовать вас снова и восстановить наши отношения, сделав их еще крепче, чем раньше. Мы можем продолжить с того места, на котором остановились, и каждое утро мое сострадание возобновляется к тем, кто чувствует себя подавленным обстоятельствами. Держитесь этой истины, победа обеспечена тем, кто доверяет мне. Возьми меня за руку и стань свидетелем, как я выведу тебя из долины теней. Своей божественной силой я снабдил тебя всем необходимым для полноценной жизни и благочестивого характера. Благодаря силе Христа вы сможете преодолеть любые трудности, встающие на вашем пути. Каждое обещание, которое я дал, сбудется. Мои команды нельзя отменить или отменить. Мои планы осуществятся, и моя цель восторжествует. Здесь есть родитель, который чувствует себя подавленным. Усталость глубока, но я вижу твое сердце. Я знаю, ты делаешь все возможное. Подойди, положи голову мне на плечо. Я понесу твое бремя и обеспечу все твои нужды. Решение не в том, чтобы стараться изо всех сил, а в том, чтобы довериться мне. Вместе мы преодолеем мучающих вас гигантов. Заглушите голоса осуждения и страха. Я освобожу тебя от ложного бремени ответственности. Отдав управление мне, вы обретете силу и мудрость. Мое усиливающееся присутствие сейчас наполняет твое сердце. Прими, мой любимый. Вы столкнулись с бесчисленными испытаниями, но здесь вы находитесь вопреки всему. Пламя внутри тебя не погасло, и ветры не одолели тебя. Вы свидетельство поддерживающей благодати, которую я дарую. Я понимаю, что путешествие временами было трудным, и вы чувствовали, что не можете продолжать. Но оглянитесь назад и увидите мою направляющую руку. Я обещал, что никогда не брошу тебя, и я не забыл и не бросил тебя. На самом деле, я управляю обстоятельствами ради вашего максимального блага. Будьте уверены в моем безупречном выборе времени. Если вы верите в это, заявите в комментариях: Божий момент выбран идеально. То, что враг намеревался причинить вред, будет обращено вам на пользу. Оставайся рядом со мной, находя убежище под защитой моих могучих крыльев. Вскоре твои слезы печали превратятся в слезы радости, и смех снова наполнит твои уста. Для некоторых трудный сезон подходит к концу. Пришло время закрыть эти утомительные главы. Держите меня за руку и позвольте мне провести вас в новое повествование, которое я пишу.
Страницы пусты и готовы быть заполнены обещаниями. Но мы не сможем двигаться вперед, если будем цепляться за прошлое. Отдайте все сожаления, гнев и разочарование в мои руки. Я понимаю, что боль глубока, но мое исцеляющее прикосновение смоет шрамы. То, что ждет вас сейчас, это неописуемая радость. Прорыв уже не за горами. Не спускайте своего взора со мной, автора и совершителя вашей веры. Я закончу то хорошее дело, которое начал. Не слушайте слов осуждения, сомнения или страха. Сосредоточьте свой разум на небесных вещах, а не на земных ограничениях. Для меня нет ничего невозможного. Потекут реки в пустыне и появятся ручьи в пустыне. Когда ты почувствуешь слабость и усталость от сражений, я обновлю твои силы. Вы полетите на крыльях, как орлы, несимые ветром духа моего. Я подниму тебя на более высокие места, мой любимый сын, моя любимая дочь. Даже когда жизненные испытания доводят тебя до предела, помни, что именно я определяю твою силу. Никакое бремя не придет к вам без моего согласия. Я допускаю только трудности, которые сделают ваш характер похожим на Христа. Каждая нагрузка тщательно подбирается, чтобы укрепить и усовершенствовать вас в моих руках. Возьми мою непобедимую броню и носи ее каждый день. Мое слово будет твоим щитом и мечом. Через сокровенное поклонение позвольте моему исцеляющему присутствию стать вашим источником силы. Продолжайте доверять моей верности. Помните, битва принадлежит мне. Твоя роль – просто оставаться в моей любви. Дорогой сын, дорогая дочь, знай, что ты никогда не одинок. Даже когда самые близкие вам люди не понимают и изобилуют критикой, я непоколебимо на вашей стороне. Услышь мой тихий шепот, возвышающийся над шумом. Приходите в тихое место, где мы сможем быть вместе, вдали от хаоса и отвлекающих факторов. В моем присутствии позволь мне обнять тебя своими объятиями любви. Здесь, в окружении моей неизменной любви, ты найдешь лекарство от беспокойной тревоги и тяжелого угнетения твоего духа. И все это рассеется. Идите с миром, уверенный, что я никогда вас не разочарую. Мы пройдем этот путь вместе, каждый шаг, пока вы не завершите свой путь с радостью. Сохраняйте надежду, ведь ваш прорыв неизбежен. Атаки на твой разум были беспощадны, но я никогда не позволял тебе сражаться в одиночку. Благодаря силе моего имени свобода принадлежит вам. Никакое оружие, созданное против вас, не будет успешным. Кровь Иисуса разрушает каждое проклятие и заклинание, пытающееся получить контроль над вами. Заявите в комментариях: кровь Иисуса имеет силу. Я возвращаю мир и радость в вашу душу. Прими мою совершенную любовь, изгоняющую всякий страх. Все, что я делаю, честно и беспристрастно. Когда вы передаете результаты в мои руки, вы можете быть уверены, что я делаю все для вашего блага. Отпустите необходимость понять полную картину. Позвольте мне написать вашу историю, страницу за страницей, как совершенствователя вашей веры. Я знаю, какой красивый финал я приготовил. Не спускайте со меня глаз, пока мы вместе отправляемся в это путешествие. Ваше духовное зрение может быть тусклым, но мой свет остается таким же сияющим, как и прежде. Призовите к обновленному видению и восприятию. Я обновлю твой разум, оживлю твой дух и открою твои глаза, чтобы увидеть невидимое. На горизонте вас ждут откровения, но они требуют смелой веры, которая верит, прежде чем увидеть. Возьмите меня за руку и шагните вперед на неизведанную территорию, где мой дух парит над глубокими водами. Для тех, кто застрял в бесплодных циклах, поверьте, что я могу раздвинуть море и свернуть горы ради вас. Но сначала вы должны отказаться от контроля. Избавьтесь от необходимости знать, как и когда. Позвольте мне полный доступ ко всем сферам вашей жизни, пока вы терпеливо ждете моего времени и целей.
Вы станете свидетелем того, как моя могучая рука работает так, что превосходит все, что вы могли бы попросить или представить. Моя сила совершенствуется в готовых сосудах. Дайте мне поводья и станьте свидетелем чудес, которые я совершу. Хотя могут возникать периоды духовной засухи, наша связь никогда не прерывается. Я надеюсь, что ты потянешься ко мне всем сердцем. Даже маленький шаг навстречу мне приносит радость моему сердцу. Расстояние, которое ты воспринимаешь, — иллюзия, ибо ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Если ты повернешь свое сердце ко мне, я побегу обнять тебя. Наше примирение и восстановление уже совершены через крест. Вернитесь сейчас и испытайте более крепкие отношения, чем когда-либо прежде. Тем, кого со всех сторон тяготят беды, найдут покой под кровом моего утешительного крыла. Хотя мир может находиться в кризисе, я остаюсь твердой опорой стабильности и мира. Спасение приходит только от Господа, и победа гарантирована тем, кто на меня надеется. Моя вера непоколебима, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Если вы зашли так далеко в этом сообщении, мы просим вас выразить свою поддержку, поставив лайк этому видео и подписавшись на наш канал. Поступая так, вы помогаете YouTube осознать актуальность этого контента и позволяете ему охватить больше людей, что в конечном итоге приведет больше душ к Иисусу. Поступая так, вы становитесь сосудом Святого Духа и открываете себя бесконечным благословением в своей жизни. Аминь, сын мой, дочь моя. Моя божественная сила снабдила тебя всем необходимым для полноценной жизни и благочестивого характера. Смотри на меня как на свой источник надежды и уверенности в моей верности, а не полагайся на земные ограничения. То, что я сказал о вас, осуществится, и моя установленная цель восторжествует. Для тех из вас, кто закрывает болезненную главу, пришло время закрыть книгу и доверить мне написать следующее. Даже посреди постоянной боли найдите утешение в моем обещании превратить вашу боль в радость. Шрамы, возможно, останутся, но мое исцеляющее прикосновение превратит их в символы победы. Я осознаю, что путь был долгим, и что временами вы чувствовали себя неспособными сделать еще один шаг вперед. Однако моя милость поддерживала вас до сих пор и будет продолжать это делать. Вскоре ваши слезы печали превратятся в слезы радости, и снова раздастся смех. Сосредоточьтесь на мне не только как на авторе, но и как на совершителе вашей истории веры. Держи меня за руку и стань свидетелем того, чего я достигну. Нет ничего невозможного, даже когда путь вперед кажется неопределенным. Мой мир доступен, чтобы утешить вас, и мои источники живой воды текут в пустынях и засушливых регионах, чтобы поддержать вас. Я знаю дорогу через пустыню. Следуй за мной всем своим сердцем, и увидишь чудеса, которые я совершу. Мой любимый сын, моя любимая дочь, ты чувствуешь удары невзгод и боль несправедливости, и я сопереживаю твоей боли. Помните, что никакое бремя не приходит к вам без моего согласия и заботы. Я позволяю лишь тому, что делает ваш характер более похожим на мой. Когда путь станет крутым, взгляни на меня как на носителя твоего бремени. Моей благодати более чем достаточно, чтобы нести вас с триумфом. Оставайся рядом со мной и стань свидетелем того, как испытания, предназначенные для зла, превращаются в инструменты, созданные для добра. Есть блудные сыновья и дочери, которые сбились с пути, но никогда не поздно вернуться ко мне. Я жду с нетерпением, готова подбежать и обнять тебя, если ты сделаешь первый шаг навстречу дому. Мое прощение не знает границ. Мы можем продолжить с того места, на котором остановились, потому что мои милости обновляются каждое утро. Приходи таким, какой ты есть, любимый сын, любимая дочь. Нет необходимости очищаться, чтобы заслужить мое одобрение. Моя кровь уже омыла тебя, целую и принятую. Оставьте прошлое позади. Главное — настоящее.
Этот момент – возможность для примирения и восстановления наших отношений. Если вы застряли в бесконечном круговороте обязательств и религиозных движений, пришло время обновить свою духовную перспективу. Простое движение вперед не может заполнить пустоту внутри вас. Эта духовная сухость возникает, когда ты теряешь из виду мое присутствие. Однако я всегда рядом и терпеливо жду, когда вы обратитесь ко мне. Наша связь остается непрерывной. Вернись ко мне сейчас с искренним сердцем, а не с пустыми словами. Ставьте отношения со мной превыше всего. Когда вы приблизитесь ко мне, я раскрою тайны и внесу ясность в предстоящее путешествие. Приготовьтесь к новым откровениям и благословениям. Атаки врага, направленные на убийство, кражу и разрушение, потеряют свою силу. Каждое злое нападение на вас было сведено на нет искупительной кровью Иисуса. Ты неприкасаемый, запечатанный моей искупительной кровью. Ходите во власти, которую я дал вам. Прикажите темным силам бежать. Освободитесь от цепей, которые вас связывают, и поднимитесь, чтобы ходить в свободе и радости. Тому, кто плачет каждую ночь, я вижу твои слезы и слышу твои молитвы. Принесите мне свое бремя, и я успокою вас. Вместе мы победим гигантов одного за другим, и моя сила будет совершенна в их слабостях. Там, где тебе не хватает, я более чем способен. Позвольте мне быть кормильцем, опорой и защитником, в которых нуждаетесь вы и ваша семья. Когда ты сдашься мне, мой покой будет охранять твой разум и твое сердце. Вы не одиноки в этой битве. Победа неизбежна для тех, кто доверяет мне, моему любимому сыну, моей любимой дочери. Прорыв неизбежен и принесет трансформацию. Это требует непоколебимой веры в себя. Я автор и усовершенствователь вашей истории. Ручка все еще у меня в руке. Со мной все возможно, даже когда путь кажется неопределенным. Мой мир утешит вас, и появится новая жизнь, даже в самые мрачные времена года. Стань свидетелем того, что я буду делать, пока ты будешь продолжать ждать меня. Если вы чувствуете, что на вас нападают со всех сторон и едва способны сопротивляться нападению, помните, что вам никогда не суждено было противостоять этому в одиночку. Приди ко мне и найди моей благодати достаточной, чтобы поддержать тебя. Я превращу испытания, направленные на причинение вреда, в инструменты для вашего блага, и вы выйдете победителем. Возлюбленный сын, дорогая дочь, ты можешь чувствовать, что тебя неправильно понимают и критикуют со всех сторон, но не теряй надежды и не подвергай сомнению мою любовь. Услышьте нежный голос моего духа, возвышающийся над обидными словами. Приходите в тихое место, где мы сможем встретиться. Пока ты отдыхаешь в объятиях моей любви, почувствуй, как мои руки снова обнимают тебя с комфортом. Здесь вы найдете исцеление и обретите перспективы, выходящие за рамки ваших ограничений. Покойся с миром, ибо я превращу твою печаль в радость. Успехи часто следуют за крахами. Держитесь, этот момент подходит к концу. Поразмышляйте над словами, которые я сказал о вас. Пусть они укоренятся и процветут в свое время. Существуют сокровища мудрости, которые ждут, чтобы их открыли, когда вы размышляете над ними и слушаете истины, которые резонируют с вашим духом. Пусть они развеют все сомнения и страхи. Вы любимы вечной любовью. Мои планы на тебя остаются твердыми. Я делаю что-то новое. Старое прошло и пришло новое. Гуляйте сегодня свободно и радостно. Ваши шаги упорядочены, и ваш путь в безопасности в моих руках. Будьте уверены, я пойду вперед, чтобы подготовить путь. Давайте закончим эту гонку и осуществим все цели вместе, мои любимые. Пусть ваше сердце наполнится мужеством. Победа впереди. Ты действительно веришь тому, что я тебе говорю? Если да, то продемонстрируйте это в комментариях, написав «Верую, Господи».
Теперь наступил самый решающий момент этого послания. Прошу вас, мои любимые дети, объединиться в молитве и укрепить этот момент глубокого единения и общения. Все, что я прошу от вас, это ваше полное внимание и сосредоточенность в это время, поскольку враг восстанет и попытается подорвать этот момент. Однако я заявляю, что все ваши планы потерпят неудачу. Вместе мы преодолеем все злые козни врага во имя чести и славы моего имени. Я буду направлять вас в этой горячей молитве. Поэтому повтори со мной всю эту молитву вслух или про себя в сердце своем. Помолимся, всемогущий Боже, Господь всего творения, в этот священный и благословенный час я возношу свой голос и свое сердце к Тебе, Богу, знающему глубины моей души. Твое слово коснулось глубины моего существа, и я благодарю Тебя, Господь, за Твою безмерную милость и любовь. Ты источник милосердия, Творец Вселенной, свет, сияющий во тьме. Прими, Господи, мою глубочайшую благодарность за этот момент общения с Тобой. Твое Слово, пища для моей души, это компас, который направляет мою надежду, это маяк, освещающий мой путь в этом путешествии под названием «Жизнь». Помоги мне впитать Твои слова всем своим существом, чтобы они стали направляющей силой в моей жизни. Господи, в Твоем присутствии я обретаю покой, превосходящий всякое понимание. В этот момент я передаю Тебе все бремена, которые тяготят мое сердце. Прошу Тебя, по Твоей милости, облегчить ношу, которую я несу, и рассеять тени, омрачающие мой разум. Ты источник спокойствия и безмятежности, и я полностью доверяю Тебе, зная, что Ты никогда не оставишь меня. Я осознаю, Господь, что во многие моменты своей жизни я принимал решения, не обращаясь за Твоим руководством. Я сбился с Твоего пути и в результате столкнулся с беспорядком и смятением. Сегодня, Господь, я желаю подчинить свою волю Твоей, признавая, что Твоя воля всегда лучше для меня. Помоги мне идти по пути, который Ты уже открыл, и дай мне силы преодолеть собственное упрямство и сопротивление. Я молюсь за тех, кто находится под огромным давлением, Господь. Вы понимаете тяжесть ответственности, которую они несут, и я прошу вас даровать им силу, мудрость и душевное спокойствие. Вы наше прибежище, и я молюсь, чтобы вы сняли тяжелое бремя с их плеч и даровали им победу над стрессом и отчаянием. Пусть ваше исцеляющее прикосновение коснется их в это время, принеся им освобождение. Господь, мы осознаем, что это время значительных перемен в нашей жизни. Иногда эти изменения бывает трудно принять и даже болезненно. Однако мы понимаем, что вы часто закрываете двери и перенаправляете людей, чтобы они вернули нас к вам. Помогите нам добиваться вашей воли при любых обстоятельствах и верьте, что вы работаете от нашего имени, даже когда мы не можем полностью понять ваши планы. Господь, мы знаем, что Ты – Бог, который приносит значительные изменения в нашу жизнь. Иногда вы заставляете людей и ситуации привести нас в соответствие с вашей божественной целью. Мы просим проницательности и мира, когда мы сталкиваемся с этими изменениями. Помоги нам понять, что Твоя рука все контролирует и что Ты работаешь для нашего блага, даже когда обстоятельства кажутся неопределенными. Господь, мы молимся за тех, кого одолевают горечь, обида и неспособность прощать. Мы понимаем, что эти эмоции могут заточить душу и причинить огромную боль. Мы просим вашей милости и силы освободить этих людей, разрушив барьеры, которые они воздвигли в своих сердцах и умах. Пусть Его Дух восстановит и принесет им мир. А любящий Бог, мы выражаем нашу благодарность за Твое вмешательство в нашу жизнь и за ходатайство за нас. Мы просим Вас продолжать работать в наших сердцах, направляя нас по Вашему пути праведности. Даруй нам смелость и веру, необходимые для того, чтобы передать Тебе контроль, зная, что Твои планы всегда направлены на наше благо. Помоги нам выстоять перед лицом невзгод и поверить, что победа обеспечена, когда мы доверяем Тебе, Господь.
Я молюсь, чтобы ваша освобождающая рука коснулась тех, кто чувствует себя изолированным и охваченным страхом и подозрениями. Пусть ваша правда и ваша любовь рассеют страх и недоверие, наполнив ваше сердце миром. Помогите им осознать истину и восстановить разрушенные отношения, чтобы они могли ощутить всю полноту свободы, которую можете предоставить только ты, Бог надежды. Когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми проблемами, мы понимаем, что сможем преодолеть их только с вашей помощью. Мы просим укрепить веру и мужество, чтобы продолжать, даже когда чувствуем себя слабыми и усталыми. Помоги нам помнить, что Ты всегда рядом с нами, готовый поддержать нас и восстановить мир в наших душах, Господь. Мы понимаем, что жизненный путь не всегда легок, и иногда мы можем чувствовать себя подавленными проблемами, с которыми сталкиваемся. Тем не менее, мы верим в Ваши обещания, что Вы всегда будете с нами, поддерживая нас и укрепляя нас, чтобы мы могли продолжать идти вперед. Мы просим Тебя продолжать обновлять нашу веру и вести нас к победе, Господь. Мы знаем, что каждое слово, которое Вы говорите о нас, является правдивым и верным. Мы просим Вас продолжать вести нас по Вашему пути праведности и даровать нам веру, необходимую для того, чтобы поверить в Ваши обещания. Помоги нам укрепить нашу надежду на Тебя и следить за Твоей верностью, чтобы мы шли с уверенностью, зная, что Ты – автор и совершитель нашей веры, и что победа гарантирована. Я буду обитать среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, чтобы они не были твоими рабами, и сокрушил узы ига твоего, и заставил тебя ходить прямо. Бог говорит: будьте сильными и мужественными. Я ваш Бог. Я создал мир за 6 дней и покоился на 7-й. Доверьтесь мне, ибо у меня есть сила укрепить вас и помочь вам преодолеть все ваши испытания. Молитва против страха. Боже, меня часто подавляют обстоятельства, которые находятся вне моего контроля. Меня часто легко отвлекают по пустякам. Вступая в новый сезон, я знаю, что столкнусь с препятствиями, которые заставят меня сдаться. В эти моменты даруй мне веру, которая мне нужна, чтобы держаться истины о том, что Твой покой и защита зависят не от моих чувств или обстоятельств, а от Твоего характера и верности. Во имя Иисуса я молюсь. Исайя 32, 18. Народ мой будет жить в жилищах мирных, в жилищах безопасных и в тихих местах отдыха. Псалом 121, 7. Мир в стенах Твоих и безопасность в башнях Твоих. Псалом 125, 2. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ отныне и во веки веков. Одни Царств 25, 6. И вот как вы встретите его, мир тебе, и мир дому твоему, и мир всему, что у тебя есть. Псалмы 26, 1. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне бояться? Иисус Новин 24 часа 45 минут, а я и дом мой будем служить Господу. Притча 24, 3-4. Мудростью устроится дом, и разумением укрепиться, сознанием комнаты наполнены всякими драгоценными и приятными богатствами. Псалмы 34, 7-8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, уповающий на Него. Матфея 7 часов 24 минуты. Всякий, кто услышит сии слова мои и исполнит их, будет подобен мудрому человеку, построившему дом свой на камне. 2 Паралипоменон 7, 15-16. Теперь глаза мои будут открыты, и уши мои внимательны к молитве, возносимой в этом месте. Ибо теперь я избрал и осветил этот дом, чтобы имя мое было там навсегда. Мои глаза и мое сердце будет там навсегда. Божье обещание состоит в том, что Его народ обретет мир и безопасность в своих домах, окруженный Его защитой. Когда мы приветствуем других миром и благословляем их дома, мы распространяем Его мир.
Господь – наша сила и прибежище, и нам нечего бояться. Что касается меня и моей семьи, то мы будем служить Господу и строить свою жизнь на Его мудрости и понимании. Боящиеся Господа будут окружены Его ангелами и обретут избавление. Давайте найдем прибежище в Нем и испытаем Его благость. Когда мы слушаем Божьи слова и повинуемся им, мы подобны мудрым строителям, которые строят свою жизнь на прочном фундаменте. Очи и сердце Бога внимательны к нашим молитвам, и Он избрал жить с нами вечно. Пока мы остаемся рядом с Ним, Он будет направлять наши пути и обеспечивать идеальные результаты в нашей работе, отношениях и жизненных ситуациях. Не нужно беспокоиться, поскольку сегодня Бог уверяет нас, что все будет идти по Его плану. Он даст нам силы, радость и проложит путь даже в самых сложных обстоятельствах. Мы исцеляемся и восстанавливаемся, и Бог возвращает нас лучше и сильнее, чем раньше. Давайте не будем испытывать искушение вернуться к тому, от чего Он уже освободил нас. Бог знает наши нужды и имеет план, как их удовлетворить. Давайте останемся в Его присутствии, будем стоять твердо и позволим Ему вести наши битвы. Если вы верите в Божьи заверения сегодня, напишите «Аминь». Он говорит вам: ты победишь. Твоя семья будет в безопасности. Доверься мне и позволь мне сражаться за тебя. Бог говорит с вами сегодня, говоря: «Я подниму тебя». Я подарю вам возможность, которой у вас никогда раньше не было. Я открываю для тебя двери. Бог заверяет вас сегодня: «Я понимаю, что ты устал. Я знаю, что ты физически и эмоционально истощен. Однако ты должен продолжать двигаться вперед. Я проведу тебя через этот процесс». Бог заявляет вам сегодня: «Я на вашей стороне. Я буду сражаться за тебя». Бог советует вам сегодня: перестаньте беспокоиться о том, что в моих руках. Иисус говорит тем, кто готов слушать: «Я говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто плохо с вами обращается». Если согласны, напишите в комментариях «Слава тебе, Боже». Когда другие попытаются унизить тебя, я подниму тебя. Бог использует это трудное время, чтобы превратить ваши испытания в свидетельство. Бог никогда не дает вам мечту, которая соответствовала бы вашим финансовым возможностям, поэтому вы должны полностью доверять Ему. Никогда не знаешь, кто смотрит и находит вдохновение в вашем путешествии. Хотя вам может казаться, что ваши усилия, молитвы и тяжелая работа напрасны, есть люди, которые молча болеют за вас, молятся за вас и поддерживают вас. Продолжайте расти и упорствовать. Ваша жизнь служит вдохновением. Напишите в комментариях «Аминь», если верите в Бога. Второзаконие 6:6-9. Держите в своем сердце эти слова, которые я заповедую вам сегодня. Прилежно учите им своих детей. Говорите о них, когда вы дома, и когда вы в пути, когда вы ложитесь и когда вы встань. Напиши их как знак на руке твоей, и оставь их на лбу между глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Исайя 43:1-3. Не бойся, ибо я искупил тебя, я назвал тебя по имени, ты мой. Когда ты пройдешь через воды, я буду с тобой, и через реки они не пройдут. И угнетать тебя, и когда пройдешь сквозь огонь, он не сгорит, и пламя не поглотит его, ибо я Господь, Бог его, святый Израилев, Спаситель его. Нет, потому что я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой. Когда ты пройдешь через воды, я буду с тобой, и через реки они не потопят тебя. Когда ты пройдешь через огонь, ты не обожжешься, и пламя не поглотит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой. Бог говорит с тобой сегодня, мое дорогое дитя. Сложные ситуации неизбежны, и найти эффективные решения не всегда легко. Внутренняя борьба может сокрушить и ослабить вас, и из-за вашего выбора вы столкнулись с трудными временами.
Бывают случаи, когда вы становитесь причиной собственных проблем, не до конца понимая, что происходит, что приводит к нестабильности и упадку духа. Вы часто задаетесь вопросом, почему вы продолжаете совершать одни и те же ошибки снова и снова. Не расстраивайтесь, я здесь, чтобы направлять вас и внести преобразующие изменения в вашу жизнь. Несмотря на то, что вы сталкиваетесь с бесчисленными ограничениями и чувствуете себя потерянным, может возникнуть ощущение, будто вы снова и снова бьете себя одним и тем же камнем, обнажая недостатки, раскрывающие вашу падшую природу. Это может вас обескуражить, когда вы поймете, что из-за вашей реакции не было достигнуто никакого прогресса. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я с вами на каждом этапе пути. Моя любовь и руководство всегда доступны для вас. Я не сужу вас за ваши ошибки, вместо этого я призываю вас учиться у них и расти. Я был свидетелем моментов, когда гнев поглощал вас, когда вы продолжали бороться с такими проблемами, как гнев, гордость, ложь и другими проблемами, которые вы хотели оставить позади. Это может привести к чувству безнадежности. Иногда вы можете чувствовать себя сильным и уверенным в себе, полагая, что все в порядке. Однако, когда искушение снова всплывает на поверхность, вы можете снова упасть, понимая, что настоящие перемены еще не произошли. Но знай, я никогда не смогу насытиться тобой. Еще раз выражаю свою помощь, потому что я верю в тебя и знаю, как улучшить твою жизнь, сын мой. Помните, что вы не одиноки в своей борьбе. Я благословляю вас способностью мужественно преодолевать трудности. Научитесь доверять себе и своему потенциалу. Благодаря настойчивости и вере вы будете двигаться вперед и глубже понимать себя. Любите себя и будьте добры к другим, даже в самые трудные времена. Прогресс требует времени, но каждый ваш шаг приближает вас к победе. Доверьтесь моему плану и верьте, что, несмотря на препятствия, вы находитесь на правильном пути к духовному росту. Я понимаю твою борьбу и слабости, даже посреди непрерывной битвы я никогда не откажусь от тебя. Моя любовь и благодать безграничны и всегда доступны для тебя. Я признаю ваши усилия и ваше желание стать лучше. Я не сужу вас за ваши неудачи, вместо этого я призываю вас двигаться вперед. Я люблю тебя, мой сын. Дорогие друзья и братья, мы постоянно развиваемся и растем. У нас есть способность преодолевать негативные модели поведения и ограничения, которые мешают нашему прогрессу. Позвольте Богу работать внутри вас, принося позитивные изменения в вашу жизнь. Бог формирует наш характер, помогая нам развивать добродетели и положительные качества. Его присутствие очищает наше сердце, освобождая нас от самодостаточности и открывая нам любовь и доброту. Будьте честны, оценивая себя, измеряя свою веру дарами, данными вам Богом. Царь Давид, известный как один из величайших царей Израиля, был разочарован повторяющимися ошибками, несмотря на свою веру и любовь к Богу. Он столкнулся с внутренними проблемами и личными трудностями, которые привели к чувству разочарования из-за его неудач. В Псалме 51:3 Давид смиренно признал свои неповиновения, сказав: «Ибо я признаю свои преступления, и мой грех всегда передо мной». Этот отрывок демонстрирует смирение Давида в признании своих ошибок и тяжести своей вины перед Богом. Он понимал, что разочарование и повторяющиеся ошибки влияют не только на его повседневную жизнь, но и на его отношения с Богом. Несмотря на свое разочарование, Давид нашел утешение в Божьем милосердии. В последующих стихах он сказал: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух твердый обнови внутри меня». Здесь мы являемся свидетелями надежды Давида и Божьей силы, которая преобразит его сердце, обновит его дух и освободит его от тяжести эмоций. История Давида учит нас, что даже когда мы сталкиваемся с неудачами из-за повторяющихся ошибок, мы можем искать милости и прощения у Бога. Он готов помочь нам преодолеть негативные модели поведения и направить нас к переменам.
признание наших проступков и искреннее стремление к Божьему желанию перемен. Если мы сделаем это, мы будем восстановлены. Доверьтесь преобразующей силе Бога и Его способности усовершенствовать вас на жизненном пути. Даже когда вы проходите через падения и испытания, Бог рядом с вами, протягивая руку, чтобы снова поднять вас. Не стоит недооценивать силу божественной любви и благодати, которая преобразит вашу жизнь и даст вам новое начало. В послании к Колоссянам 3, 12-17 говорится: «Итак, как избранный Божий народ, святой и возлюбленный, облекитесь в сострадание, доброту, смиренномудрие, кротость и терпение. Против кого-то прости, как Господь простил тебя». Ставьте любовь превыше всего, ведь это идеальная связь. Позвольте миру Христову управлять вашими сердцами и живите в мире как члены одного тела. Будьте благодарны, и пусть Слово Христово вселяется в вас обильно, уча и наставляя друг друга мудростью. Пойте псалмы, гимны и духовные песни с благодарностью в сердце своем Богу. Что бы вы ни делали, делайте это во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Во времена страха помните, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто против нас. Молитесь о том, чтобы глаза открылись и увидели защиту и поддержку, которая нас окружает. Всегда радуйтесь о Господе, и да будет всем известно добро. Не беспокойтесь, но с благодарностью предлагайте свои просьбы Богу. Мир Божий, превосходящий понимание, будет охранять ваше сердце и разум во Христе Иисусе. В минуты тоски воззовите к Господу, и Он ответит. Он слышит наши крики о помощи даже в самые мрачные моменты. Благодарите Господа и провозглашайте Его имя среди народов. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да осветит тебя лицо Его и дарует тебе благодать, и да даст Он тебе мир. Когда вы входите в дом, говорите над ним мир. Осознайте, что Господь есть Бог и Его слова истины. Попросите Его благословений для вашей семьи, чтобы они могли вечно оставаться в Его присутствии. Доверяйте планам, которые Бог приготовил для вас, планам процветания и даровать надежду и будущее. Бог всегда рядом с нами, даже в разгар нашей борьбы. Он просит нас не забывать Его и оставаться рядом. Он любит нас и хочет, чтобы мы зависели от Его любви. Он благословляет нас и работает в нашу пользу. Подтвердите свою веру, набрав «Аминь». Боже, Ты провел нас сквозь наши штормы и изменил нашу жизнь. Ты излил на нас свое масло исцеления и радости. Отвезите нас туда, где мы сможем наслаждаться Вашим присутствием. Мы зависим от Вашей любви и руководства. Независимо от того, заставляет ли Бог нас ждать или упорствовать, у нас есть цель. Доверьтесь Ему и Его идеальному времени. В середине месяца давайте продолжим доверять Богу, молиться и не беспокоиться. Боже, мы потерялись, но Ты приветствовал нас своей милостью. Благодатные слова приносят исцеление душе. Все произойдет по Божьему замыслу в идеальное время. Он завершит начатое. Подтвердите свою веру, набрав «Аминь». Бог защищает нас даже от того, чего мы не ожидаем. Он любит нас и просит нас прощать других так же, как Он простил нас. Просите Его о том, что вам нужно, и верьте, что Он предоставит это. Даже несмотря на наши ошибки, Бог по-прежнему любит нас и может использовать нас. Молитесь о мудрости и контроле над своими словами. Молитесь о мире, силе и руководстве в нашей борьбе. Помните, что жизнь — это не о нас, а о Боге. Хвалите Его при любых обстоятельствах. Ваша нога может поскользнуться, но Божья любовь поддерживает вас. Будьте открыты для великих событий, которые ждут вас на пути. Жизнь вашей мечты сбудется. Страдания могут укрепить веру. Ваш ангел работает над чем-то инновационным. Не сдавайтесь, благословения грядут. Не игнорируйте это, все, что вы хотите, придет.
Доверяйте времени Вселенной. Ваши лучшие дни начинаются сейчас. Если вы чувствуете себя далеким от Бога, устраните отвлекающие факторы и сосредоточьтесь на своей вере. Любовь исцелит и принесет радость. Вас ждет что-то особенное, благословение, любовь, счастье и радость. Поставьте лайк этому сообщению, чтобы подтвердить, что ваши лучшие дни начинаются сейчас. Настоящая любовь уже в пути. Мы постоянно учимся и растем в направлении лучшего здоровья, счастья и самореализации. Бог – наша опора и защитник. Рожденные от Бога защищены от греха. Хотя праведникам и грозят скорби, Господь избавляет их. Ищите руководство у Господа и найдите прибежище в Нем. Радуйтесь и пойте от радости, ибо Господь благословляет праведных и защищает их, как щит. Бытие 28:15. Вот я с тобой, и сохраню тебя, куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя в эту землю. Ибо я не оставлю тебя, пока ты не сделаешь то, что я обещал тебе. 1 Иоанна 4:4. Дети, вы принадлежите Богу и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Псалом 18:35-36. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддержала меня, и кротость твоя возвеличила меня. Евреям 13:5. Сохраняйте свою жизнь свободной от сребролюбия и будьте довольны тем, что имеете, ибо Он сказал: «Никогда не оставлю тебя и не покину тебя». 1 Тимофею 5:8. А если кто о близких своих, и особенно о членах семьи своей, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Иакова 4:7-8. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Притча 14:26. В страхе Господнем человек имеет твердую уверенность, и дети его будут иметь прибежище. Несмотря на допущенные вами ошибки, Божья любовь к вам остается непоколебимой. Об этом важно помнить, особенно в трудные времена, когда ваш разум затуманивается. Могут быть моменты, когда вы сомневаетесь в Божьей любви, думая, что о вас забыли или что Его любовь была всего лишь плодом вашего воображения. Прошлый опыт, возможно, заставил вас поверить, что ваша связь с Богом временна, потому что обещания любви в прошлом были нарушены. Другие, возможно, убеждали вас, что вы во всем виноваты, пытались связать вас и помешать вам пережить прекрасное будущее, которое запланировал для вас Бог. Однако вы должны игнорировать их лживые слова, поскольку они будут создавать ошибки, неудачи и грехи, которые вам не принадлежат. Если вы решите поверить в эту ложь, вы рискуете упустить прекрасную жизнь, которую Бог задумал для вас рядом с Ним. Пришло время перестать принижать себя и чувствовать вину за грехи, которые Бог уже простил. Он – Бог милосердия, любви и прощения и признает подлинность вашего покаяния. Через Его кровь вы были очищены. Не оставайтесь в прошлом и не мучайте себя. Вы не определяетесь тем, кем о вас говорят люди. Вы определяетесь тем, кем Бог говорит о вас. Не поддавайтесь влиянию осуждающих голосов. Вы – дитя Бога, Его воин, созданный, чтобы побеждать в битвах и вкусить победы. Не соглашайтесь на крохи счастья, оставленные вашими врагами. Бог дал ему победу над грехом, болезнями, бедностью и нуждой. Встаньте, скажите Его слово с верой и знайте, что Он любит вас. Не бойтесь будущего и не сомневайтесь в своих способностях. Отвергните идею о том, что вам не хватает ресурсов для решения проблем. Бог с вами, обнимая ваше сердце, исцеляя ваши эмоции и создавая источник живой воды в вашей душе через своего Святого Духа. Доверьтесь Ему, примите Его мир и отвергните страх. Помните, Бог – Бог невозможного, ваш Господь, ваш кормилец и ваш пастырь. Он смотрит на тебя глазами любви. Доверьтесь Его способности удовлетворить вашу жизнь, освободить вас от зла и направить вас по путям праведности.
Даже в самые мрачные моменты не бойтесь, ибо Бог, ваш любящий Отец, покрывающий вас милостью во времена борьбы. Когда враг пытается внушить страх, оставайтесь твердыми в своей вере. Ты, Дитя Божие, победоносный и мужественный воин. В засушливых землях появятся источники, и вы будете удовлетворены и защищены от трудностей. Отбросьте сомнения, откройте свое сердце исцеляющим словам Бога и помните, что вы являетесь привилегированным наследником вечной жизни. Несмотря на ложь врага, не бойтесь и не сдавайтесь. У вас есть власть победить все зло и болезни. Почувствуйте объятия Бога, закройте глаза и услышьте, как Он говорит: «Я люблю тебя, я с тобой». Аминь. Псалом 12:5. Потому что нищий разграблен, потому что нищий стонет, ныне я восстану, говорит Господь. Я помещу их в безопасность, которую они желают. Доверяясь Тебе, Отец, мы благодарим Тебя за Твое постоянное присутствие в нашей жизни. Мы молимся, чтобы Вы продолжали направлять, укреплять и расширять возможности нас во всех аспектах нашего пути. Мы доверяем Тебе, а Боже, что Ты изменишь нашу жизнь, восстановишь наше сердце и осуществишь все цели, которые Ты поставил для нас. В Тебе мы находим надежду, мир и настоящую радость. Пусть наша вера в Тебя останется непоколебимой, и пусть Твоя слава сияет через нас, пока мы ходим в Твоем свете. Во имя Иисуса, нашего Господа и Спасителя, мы молимся. Аминь. Дорогое Дитя Божие, мы благодарим Вас за то, что Вы присоединились к нам в это особенное время молитвы и размышлений. Мы надеемся, что Вы почувствовали божественное присутствие и были благословлены. Если вы еще этого не сделали, мы приглашаем вас подписаться на наш канал, нажав кнопку подписки ниже. Таким образом, вы всегда будете в курсе наших молитв и вдохновляющих сообщений. Более того, если эта молитва тронула ваше сердце, не стесняйтесь выразить свою поддержку, поставив лайк и поделившись ею с теми, кто, по вашему мнению, также получит пользу от этого духовного опыта. И не забудьте нажать на следующее видео, которое появится на экране, так как нас ждут еще более мощные послания и молитвы. Мы благодарим вас за то, что вы являетесь частью этого религиозного сообщества. Пусть мир и божественное благословение всегда будут с вами. До следующей молитвы. Аминь.